Первым с отчетным докладом на тему раскопки античного города Гюенос выступил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник АБГИ Аркадий Джопуа. В своей речи археолог подчеркнул, что в отличие от Диоскурии вопрос локализации Гюеноса сегодня неоспорим. Помимо этого, важным открытием в рамках двухгодичной совместной абхазско-российской экспедиции стало выявление места проживания жителей древнего города. Иаагақәаз иаҳҳәап алак еиқәаҵәа ала ишәоу Грециантәи иаагазаҟан иҵегьы ихьшәоу аамҭа азыҳәан, иҵегьы ихьшәоу аамҭа иатәу еиуеиԥшым аҭыԥқәа аҟны иаагақәаз аҟаны азыҳәаны, нас иаҳаӡбеит иадҳәалан иҟоу даҽа ҭыԥк ҳаԥшаап ҳәа, ус еиԥш иҟоу иахьынхоз ауаа. Уа џьантоу аҭыԥантәи ауаа хымԥада ракәу инхоз азыҳәаны акәша-мыкәшагьы ҳаԥшааит акы ҩба ауаа иахьынхақәоз аҭыԥқәа. Также археолог рассказал ей о значимых находках во время экспедиции в сентябре 2020 года. Тогда на территории античного города был обнаружен фрагмент тонкого обожженного кирпича с греческой надписью, датируемой V веком нашей эры. Помимо этого, очередной находкой стала плинфа с надписью на арамейском, разговорном языке Иисуса Христа. Сейчас, как отмечает Аркадий Джопуа, античные экспонаты изучаются специалистами, после чего будут опубликованы для широкой общественности. Уаиҟаӡам анбанқәа иҟоу анбанқәоуп, иара ахаҭа ишыжәбо еиԥш амни аҵыхәтәантәи анбанқәа инагӡаны иҩӡам. Абас аҩыра ахаҭа иаӡоу ақьырмытаҿы анҵара далагеит изыҩуа, аха аҵыхәтәан инымгӡаӡакәа набна абасшәа иаанижьит. Аҟазацәа уи иҭызҵаауа специалистцәа изларҳәо ала арамеи бизшопаха 8 заглавных букв. Их ходон А, Б, В, Г. Абасипшами, Абасипшо, Анбанка, Опиш, Айштеглашата Ненуп, Уаха, Ахата, Ажа, Агазон. Уяна Гуагана Гараха, Усипши, Низна, Хазхуцвет, а специалист, их алап, Еробиоха, Мачома, Акадырцозги. С отчетным докладом по теме Великой Абхазской стены выступил младший научный сотрудник отдела археологии АБГИ Дмитрий Авицба. Ее комплексное исследование при поддержке фонда Амчара началось еще в 2019 году. В итоговом отчете археолог представил результаты исследования по 3 объектам. Это башни в Гальском районе, в селе Чгерда Чимчирского района и в селе Мерхиул Гулерипского района. На данном этапе исследования приведенная хронология не может быть использована для определения времени строительства всей линии обороны Великой Абхазской стены. Причиной тому являются археологические находки разных лет и разных периодов на Килосурском участке Великой Абхазской стены, которые пока предварительно могут быть отнесены к времени Золотой Орды, то есть к XIII-XIV векам. Кроме этого, стилистические особенности отдельных фрагментов керамики со всех исследованных нами локаций находят параллели и в более раннее время. Таким образом, несмотря на новые данные при датировке Великой Абхазской стены, мы все еще вынуждены считаться с большим хронологическим разрывом между нижней и верхней датами ее строительства. О результатах новых исследований по хронологическим и типологическим составам памятников села Чгерда Чимчирского района рассказал старший научный сотрудник отдела археологии АБГИ Гарри Сангулия. Один из ранних находок палеолитического времени, буквально несколько орудий, были найдены в Нагорной части у ручья бывшей начальной школы Соловьевым Львом Николаевичем. Материал не был опубликован. И Воронов перед смертью в книжке опубликовал. Это всего лишь из каменного века 2 маленьких орудия. Одна в виде проколки, другая в виде резца. Значит, больше находок не было на всей территории этого села. Известно. Место мною было обследовано. И в результате исследования подтвердилось у этого ручья. Сегодня ручей этот выглядит совершенно по-другому. Это глубокий ров, весь он снесен, но сам очаг, источник, значит, удалось обнаружить. Отчетные доклады по археологии, истории и источниковедению представили и другие ученые. В завершающий день 65-й итоговой научной конференции 9 апреля обсудят вопросы языка, литературы и искусства. Виола Барганджа, Сосрыква Гухава, Абазатова.